Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Ашхабад принимает медицинскую конференцию стран-членов движения неприсоединения. Высота главной новогодней елки Туркменистана должна составить 43 метра. На портале госуслуг Туркменистана зарегистрировалось около 40 тысяч пользователей и другие новости. Сегодня в Ашхабаде начала работу двухдневная специальная конференция медицинских и санитарных учреждений, сотрудничества стран-участниц движения неприсоединения по вопросам готовности и противодействия возникающим угрозам в области общественного здравоохранения. Работа форума, организованного по инициативе Туркменистана в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения, проходит в гибридном формате с участием международных специалистов, экспертов, агентств, партнеров ООН и представителей медицинских и санитарных учреждений зарубежных стран. В ходе 7-го заседания межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству было уделено внимание партнерству в энергетической сфере. В частности, стороны подробно обсудили перспективы поставок туркменского газа в Турцию. В этом контексте была подчеркнута актуальность проекта поставок газа из Туркменистана в Турцию через территорию Ирана. Стороны отметили высокую перспективность данного проекта и договорились в ближайшее время приступить к переговорам на уровне руководителей профильных ведомств и компаний. Высота главной новогодней елки Туркменистана на площади культурно-развлекательного центра Элем в туркменской столице должна составить 43 метра. Ранее в минувшем году елка аналогичной высоты в Туркменистане была названа самой высокой на всем пространстве СНГ. В настоящее время в Ашхабаде с помощью новогодних игрушек и гирлянд начали наряжать живые елки, которые превратят туркменскую столицу в настоящий зимний волшебный город. Помимо традиционных новогодних деревьев и иллюминаций, в городе будут установлены различные арт-объекты, посвященные наступающему Новому году. На едином портале государственных услуг Туркменистана e.gov.tm к настоящему моменту зарегистрировано уже около 40 тысяч пользователей. Через портал граждане Туркменистана имеют удобный доступ к оплате коммунальных услуг, подаче заявок в госорганы и получению справок, приобретению билетов на общественный транспорт, электронной библиотеке, образовательному порталу, электронной записи к врачу и другое. На сайт также была добавлена возможность круглосуточного онлайн-ознакомления с актуальной информацией о погоде в городах Туркменистана, температуре воздуха, атмосферном давлении, влажности и скорости ветра. Переедание мандаринами может привести к целому ряду проблем со здоровьем, отмечают эксперты. К наиболее распространенным последствиям относятся разрушение зубной эмали и развитие кариеса, воспаление десен, гастрит, панкреатит, обострение язвенной болезни желудка и аллергические реакции. Кроме того, мандарины не стоит сочетать с продуктами, содержащими крахмал. Безопасная норма употребления мандаринов составляет от 7 до 10 штук в неделю, то есть по 1-2 в день. Институт цвета Пентон объявил персиковый цвет главным цветом 2024 года. Он получил название Peach Fuzz, что переводится как персиковый пушок. Этот оттенок олицетворяет собой уют, спокойствие и умиротворение. В уходящем году главным цветом по версии Pantone был Viva Magenta, ярко-розовый с оттенком фиолетового. Алтынасыр одержал волевую победу над Небичи в 24-м туре чемпионата Туркменистана по футболу и стал серебряным призером турнира второй год подряд. Встреча прошла в Ашхабаде и завершилась со счетом 2-1. Благодаря этой победе команда Яскули Ходжагельдиева набрала 47 очков и за 3 тура до финиша стала недосягаемой для преследователей. Ранее также досрочно впервые в своей истории чемпионом Туркменистана стала команда «Аркадак». На бронзовые медали турнира в этом сезоне претендуют 2 клуба – Небичи и Ахал. В столице Турции прошел турнир по футболу среди посольств разных стран, посвященный Международному дню нейтралитета. В организованном посольством Туркменистана в Турции в футбольном состязании приняли участие команды дипломатических миссий Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана, а также туркменские иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Турции. Товарищеский турнир по мини-футболу стал не только настоящим спортивным праздником, но и символом межгосударственной дружбы и добрососедства. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.